повалят. У меня еще здесь отставание минута пока, потому что вот интернет не очень хороший. И пускай подольше будет отставание. Вот, запуск трансляции идет. Вроде везде репостнул. ВК, Фейсбук. Ничего не забыл вроде. И Одноклассники. Вот, ладно, приветствую вас всех, друзья. Настя где-то гуляет. Сегодня у нас в гостях еще Танзиля с Антоном, наши йошкар-олинские. Так что если мы не едем в Россию, то Россия приезжает к нам. Вот. Давно уже не выходили в стрим, в прямой эфир. Это было еще в Питере давным-давно. Вот. Сейчас мы уже в Швеции, в Хёганесе. Уже Хельсинки, Стокгольм давно позади. Вот. Кто меня слышит, видит, отзовитесь. Привет. Да, пока еще. Комментариев нет? Даже здесь еще трансляция не пошла. Тут пойдет, значит. Угу. Наверное, 5 минут осталось. Блин, хреново, если вопрос как бы увидел. Ну, ты можешь просто пока болтать, потом кто-нибудь напишет, и ты ответишь. То есть все равно же мы не можем на все вопросы одновременно отвечать. Все, какой-нибудь трафик пойдет. Ну, все, за меня Вот пошло. пошло. Ну, низкое качество видео пишет. Это ты трафик не сажай. Так. Тут вообще все стоит. Такое качество. Может найти место какое-нибудь получше? Нет, там тоже так же было, я сидел. Так-то нормально будет. Просто интернет не очень Со стабильный. звуком было нормально. Звук вроде должен нормально записывать, все через рекордер. Передавать. Звук самое идеальное, что здесь будет. Ну, может, выключить. Пока еще никто ничего не пишет. А вот, 4 человека уже смотрят. Нормально все будет сейчас. Вы в прямом эфире, ребята. Все, ребят, короче, жду вопросов. Расскажи, Давайте, где- уже 4 человека тут мне показывают, сидят. Жду, уже не знаю, о чем говорить. Рассказывай про Швецию. Еще расскажу. Сейчас меня попрет сейчас. На все комментарии отвечу. На все комментарии Давай, отвечу давай. на сайте. Всегда, все помидоры готовьте, все яйца. Мы на все ответим. Хочешь йогурт? Расскажи, как тебе народ, Кто? шведский народ, тебе как расскажи. Сейчас расскажу. Сейчас пускай зададут первый, меня понесет. Я не могу со стенкой тут разговаривать. Может зайти. Просто, может быть, вообще трансляцию никто не видит, какая-то ошибка. Я сейчас тут натрындю, а потом... Вот, 23 человека уже смотрят. А потом окажется, что никто этого не видел. Как всегда, самое интересное будет за кадром. Вначале все скажешь, на все Да. силы кончится. То есть пока подготовятся, пока зайдут, я вот только все репостнул. Ай-яй. Такая ты усатая теперь, да? Вот индонезиан йогурт вообще вкусный. О, вот, оказывается, пишут. Привет из Болгарии. Когда начнется, пишет Радик Зенит. Все началось. Синицын пишет. Привет, Никита. Привет, Кочевник, пишет Мамон. Привет. Привет, Виктор пишет. Антон К. Антон пишет, звук нормальный. Леон Ковалевский. Привет, слышим, видим. Привет от Чувашии. Какая погода у вас? Погода у нас тут замечательная в Швеции. Сейчас дожди пошли только последние дни. Вот. И
Погодка, в принципе, любая замечательная, хоть и дожди, хоть и не дожди. Мы сейчас под крышей находимся, вам по барабану, хоть дожди, хоть жара. Вот. А так нормально. Но слышал, что у вас в Чувашии там холода, лета нет, все плачут. Как всегда. То жара людям плохо, то холод людям плохо. Не поймешь, что им надо. Ну ничего, и в ваш дом придет лето. Да, Настя? Мгм. Как настроение, как доченька? Все замечательно, настроение. Как всегда, отдых в доме он расхолаживает. Ничего, ни за что взяться не могу. Короче, обленился совсем. Привык, все, дорога. Сколько мы, 17 дней вообще без отдыха ехали со Стокгольма. Уже, ну да, без остановок, в смысле, отдых. Спим, не то, что мы ночью тоже едем. На сон, отдыхаем. Просто в смысле, что ни у кого в гостях не останавливались, никаких хостелов, ничего. Только палатка. Вот. Вот, и в принципе нормально все. А я вон ходить начала уже буквально на днях. Нет, она могла ходить, в смысле, что самостоятельно уже психологически она раскрепостилась. Она, наконец, захотела ходить, она просто не хотела это делать, ну как, одна. Да. Захотела и сразу пошла, конечно. Так. Когда вы будете в Болгарии, пишет. Лупоч. Вот. В Болгарии мы вряд ли будем, потому что у нас был план, мы поедем, возможно, в Болгарию, когда мы думали, что поедем через Прибалтику. Но мы поехали через Скандинавию, поэтому Болгария уже для нас немножко не в ту сторону. Вот. А что там в Болгарии делать? Я знаю, что у вас круто, я в смысле, как там, что там можете предложить нам? Какой досуг? Вот, будем рады сообщению. Вот. Максим Столяров пишет, расскажи про оборудование, которое семьей используешь. Какое именно оборудование? А, ну понял, про снаряжение ты имеешь в виду. Потому что он пишет, в одиночку все разбираются, а семейное это уже дело тонкое. Да, согласен, что семейное кочевье, вообще путешествие, это совсем другое, нежели не то чтобы один. Это даже когда вдвоем, это совсем все по-другому. С ребенком больше хлопот, ну, таких приятных хлопот, не то чтобы там... С ребенком единственное, что нормально не отдохнешь на вписке, потому что за ребенком все время надо следить, естественно, и она везде бегает, то есть обеспечивать ее безопасность. Ну как безопасность? В общем, это не проблема. Вот, а по снаряжению, что там, прицеп и ее вещи. А так у меня вещей даже, наверное, еще меньше, чем когда я ездил один. Вот. Так, Синицын еще спрашивает, ты по Европе едешь, в Болгарии будешь? В Болгарии будешь? Нет, в Болгарии мы вряд ли будем. Но если только очень нас заинтересуют болгары. Если второй раз получим визу. Да. Потому что нам надо вернуться, как-то в Болгарию доехать еще. Привет, Михаил. Привет из Батарева, Павел Владимир. Через Африки в Америку? Ну, наверное, но мы по Африке так не собираемся ехать. То есть по Африке мы, наверное, только северную захватим, дальше не поедем. Как с ребенком мне не очень охота туда ехать. Ну, Африка меня не очень притягивает. В одиночку бы, если бы поехал бы, но пока, наверное, не хочется. Привет из СЗР, с Чебоксар, Андрей, привет. Павел Байков пишет, разбудили, Никит? Не разбудили, я не спал. А что, у меня рожа такая заплывшая, что ли, стала-то? Вроде нормально. Кокошникова Татьяна пишет, привет из Сургута. Привет вам тоже. В Сургут из Швеции. Ядрин на связи, тут тоже привет, Владимир. Вот, и еще что про снаряжение, если сказать, что с ребенком.
Ну, подгузники добавились. Объемные. Да, которые много весят, потому что здесь только пачками большими продаются. Ну, и дешевле, выгоднее их покупать. Подгузники, что еще у нас? Что еще, Настя, добавилось у нас? Влажные салфетки. Влажные салфетки. Да и все. Ой, Одежда. все понял, Синицын. Спасибо. Эдуард Резяпов 29 рублей нам перевел. Спасибо, Эдуард. Это вклад в наше снаряжение. Болгария – это рай на земле, пишет Лупоч. You will be my guest here when you decide to come. Ну, спасибо. Thank you very much, Лупоч. Болгарию, конечно, заманчиво. Но будем на связи в любом случае. Может, и повернем туда. Настя похорошела, пишут. Так держать. The Soul пишет. Настя похудела на 6 килограмм. Михаил пишет, вы на каком языке общаетесь? Там. Ну, мы общаемся на английском, стараемся, насколько его знаем. Вот. Ну, тут в Швеции, вообще в Скандинавии нет проблем с английским, то есть все практически знают английский. Вот. Поэтому тут с этим никаких проблем нет. Проблемы только со своим знанием, потому что его надо улучшать, конечно. Но уровень такой, легко-бытовой. Вот надо учить. А так английский. Куда дальше путь держите? Виза когда заканчивается? Виза заканчивается 11 октября, по-моему, да. Вот. И сейчас едем на юг Европы. Потихонечку, по 50 километров в день приближаемся к югу. Вот. Привет, братан, все хорошо у вас, пишет Nomad's Dream. Да, как всегда, все замечательно. Вот. Все хорошо, как у тебя там дела в Чебоксарах? Мамон пишет, что нравится и не нравится вам. Вопрос также Насте. Ох. Ну, от себя могу сказать, вот, кстати, про комментарии на сайте, то, что у меня там говорили, что, типа, якобы Россию говном обливаю. Ну, знаете, вот я как, если вот свинарник свинарником называть, это же что, считается оскорблением? То, что свинарник я называю свинарником. Это же так и есть, то есть я называю все своими именами. То есть я Россию не обсирал ни в коем случае, я просто показывал факты, говорил о фактах, которые есть в России. Все вы об этом прекрасно знаете, но почему-то меня там какие-то, то ли боты, я не знаю, кто это, короче, кто-то работает специально, и начали писать, что я там обсираю, какие-то мосты сжигаю с Россией. Я не понимаю, это кем надо быть, чтобы так, это ненормально, то есть я считаю. То есть я никого не обсирал, я просто говорил, как оно есть. И буду говорить, то есть, а что в Швеции, например, нравится, ну, как вся Скандинавия, не буду сейчас именно пока про Швецию говорить, то тут у меня шок случился. Какая большая разница между Россией и Скандинавией. Ну, вот это просто огромная разница. Здесь все устроено для жизни. Вот просто вот здесь можно наслаждаться жизнью. Жить, зарабатывать, трудиться и зарабатывать себе на замечательную жизнь. То есть можно пользоваться и спокойно заработать, как говорится, на все блага человечества современные. А в России такого очень сложно для обычного человека. То есть здесь среднестатистический человек живет как наши, ну, как сказать, слово конкретно, богатеи, что ли, ну, очень хорошо обеспеченные люди. Здесь так средние люди, среднестатистический человек живет. И уровень, конечно, очень разный. И поэтому меня, как его называется, бомбило очень сильно, потому что вот я писал о том, что вот как можно, люди просто у нас за копейки впахивают, работают, и еще довольны нашей властью, нашим государством. Как вообще, чем можно гордиться вообще, я не понимаю. Россию я очень люблю, я ее проехал на велосипеде, можно сказать, от и до. Не можно сказать, а так и есть. И я горжусь нашей природой, например.
которую мы еще пока не засрали, но очень подсерено, так я бы сказал. Мусора везде много. Вот, и нашими размерами страны, да, это внушает. Но все, на этом все заканчивается. Зная всю подноготную. Вот, и не надо обобщать страну и наше государство, наше правительство. Это все разные вещи. Вот, я не хочу нигде жить, например. Я не хочу переезжать ни в какую страну. Я хочу жить в России. Я люблю свою страну. И я бы очень счастлив был бы, если бы там было бы все устроено, как в Швеции. Но, к сожалению, такого нет. Вот. Но мы будем стараться, стремиться идти к этому, чтобы у нас было хотя бы просто похоже так, как в Швеции. Сортировали мусор также. Да много чего тут, столько примеров, я не знаю даже с какого взяться. Просто как устроены дороги, просто как люди друг к другу здесь относятся. Насколько здесь все приветливые, открытые люди. У нас тоже такие есть, я ничего не говорю кардинально, но здесь социум очень такой добрый и открытый. Вот. И вот чего я хотел. Вот будем трудиться и работать над этим. Какой конечный путь? Болгария, земля древних болгара, чуваш. Ну, чуваши же там не были никогда. Это булгары ушли на восток, а Болгарию там. Это мы очень далеко от булгар, конечно, общее у нас есть. У всех людей есть какое-то древнее прошлое, я думаю. Как конечного пути в этом путешествии нет. В моих путешествиях нет никогда конечного пути. Никита, ты не думаешь присмотреть себе страну для переезда из РФ? Тебе бы помогли. Ну, заманчивое предложение, но, как я вот уже сказал, я не хочу никакую страну, я хочу жить в России. Вот, и у нас еще не початый край работы в России. Труда, точнее, трудиться над улучшением нашего сознания российского. О, пишет, команда главы республики ботов наняли. Ну, может быть, наверное, что-то там больно интересные ребята сидят. Павел Байков пишет, спасибо, вы открываете нам с женой Европу. Вряд ли туда поедем в ближайшее время. Ну, Павел, дай бог вам съездить сюда, потому что это того стоит, особенно в Скандинавию съездить. Это того стоит, это просто шок будет. Я вообще считаю, каждого россиянина надо отправить на экскурсию в Европу за счет государства, чтобы государство отправляло и просто посмотреть. Ну, конечно, государство, наоборот, сделает все, чтобы никто сюда не ездил и не смотрел. Чтобы все сидели и думали, что Россия самая прекрасная, и сильная и могучая страна в мире. Вот. Милания пишет, ты говорил не о фактах, а свое мнение, которое уникально, но не отражает реальности мнения других. Ну, о чем тогда говорить-то? Каждый человек может что-то сказать, но оно не будет, не отражает ни реальность, ни мнение других. В чем тогда проблема-то? Как бы, я же никому не навязываю свое мнение, я пишу об этом на сайте на своем. То есть, хочешь сиди, хочешь не сиди, никто тебя туда не завлекает, поэтому... как бы мнение, реальность. А что у нас президент, например, глава государства говорит о тех фактах, которые не отражают реальность и мнение других. Так можно каждому человеку сказать, поэтому не понимаю суть вообще того, что вы написали. Ну, Миша пишет, я был в Скандинавии, согласен с Никитой. Ну, да. Денис Грешный пишет, как пополнить ваш баланс? Ух, спасибо, Денис, за такой вопрос. Но вот все есть, по-моему, там ссылочки в описании под видео есть. В прямой трансляции, вот в описании. Там должны быть ссылочки, можно будет там пополнить.
Павел Бойков. Чувашский и древнеболгарский почти одно и то же. Ну, если язык брать, да, у нас же булгарский язык. Булгарская ветвь — единственный сохранившийся язык. То есть у нас язык архаичный довольно. Вот, и, конечно, но от булгар, по сути, осталось само название. Вот Болгария, которая есть, все-таки болгары, они очень сильно изменились по отношению к чувашам, например, тем же. Именно с тех времен столько всего изменилось, столько всего утекло времени. Сами представьте, что чуваши не чувашами раньше назывались. Вот, сувары, булгары. Вот, а болгары в итоге приняли христианство, еще когда это было, плюс смешались с другими славянскими племенами. То есть очень, очень сильные изменения. Но я хочу приехать в Болгарию, конечно, интересно посмотреть и пообщаться. Вот. Там что я не закончил еще? В плане снаряжения, да, по-моему, я ничего. Что он еще отличается от... На самом деле тут настрой больше, наверное, играет. Во, Мария Витькина правду говорит. Да, кстати, ребят, я еще видео пока у меня идет только до границы российско-финской границы. Дальше я пока еще не сделал, к сожалению, потому что времени просто на это не было и возможности нормальной. Сейчас вот буду делать и надеюсь, в ближайшие дни я выложу уже наконец фильм и сделаю. Поэтому, ребят, не обессудьте, немножечко подождите. Там на очереди много фильмов, много материала скопилось. Так что, Мария Витькина, привет тебе тоже. Когда новый фильм? Ну вот, я уже ответил, Павел. Что не нравится, Мамон? Наверное, знаешь, вот как бы это ни показалось, не сочтите меня там за какого-то русофоба или ненавистника России. Может, я просто не патриот какой-то, как у нас говорят. Вот. Но пока мне здесь ничего не нравится. Я не знаю, что здесь может не нравиться после России. Вообще вот не знаю. Даже не могу к чему-то придраться просто. Что здесь может мне не нравиться? Вот именно в Скандинавии. Наверное, ничего. Вот не сочтите меня за какого-то там ненавистника российского. Я уже все выше об этом ответил. Но очень трудно к чему-то придраться. Все, ну, или если к чему-то можешь придраться, надо здесь пожить. Конечно, мы так едем, смотрим, но все-таки надо здесь пожить. И вот тогда, может, какие-то там недостатки будут. Ну, знаете, человек такое существо, он везде найдет какой-то... Как свинья находит везде грязь, так человек тоже может найти везде грязь, то погода не то еще что не так, то люди какие-то не такие. Вот, к всему можно придраться, но на данном этапе мне все нравится. Привет из Чебоксар, пишет Татьяна. У тебя донаты на экран не выходят. Блин, извиняюсь, ребят, я что-то не знаю, как это сделать. Как это вообще? Сейчас, 5 секунд, ребят. На все отвечу. На все скажу. Так. Замещение медиа.
Сейчас, ребят, КТРЛЦ. Вставлю 3 секунды буквально еще. Ну ладно, 5, ну не, ладно, 10 пускай будет. 9, 8, 7. Вот сейчас должно пойти, ребят, извиняюсь. Кто что написал, я потом прочитаю, кто написал. Так. Speed of Time пишет, я сам татарин, чуваш, отличный народ, много общался, учился с ними, учили меня чувашский. Только потом понял, что это ругательные слова, а так от души, от татарина. Привет, татарин тебе. Но бывают такие засранцы, которые только матными словами учат. Я, честно, знаете, такой, я не делю народы, там, татарин, чуваш, там, еще кто-то. Мне пофиг. Знаете, мне, как говорится, лучше хороший человек, приятный, где-то издалека, чем брат говнюк, правильно же? Вот, мне поэтому пофиг, если человек чуваш, это не значит, что он хороший там или плохой по определению. Я смотрю по другим критериям, не то, какой человек, какой национальности. Национальность определенно, конечно, сказывается на человеке, на общий характер можно понять, что можно от него ожидать, например. Но не всегда это работает, и часто это не работает, поэтому надо смотреть на то, какой сам человек, а не какой национальности. Но всяко можно и нужно гордиться национальностью. Но вот в последнее время очень сильно специально путают нацизм с национализмом, вот. И начинают это путать, и то есть национализм подводит как к нацизму. Это специальное советское, наверное, воспитание людей для того, чтобы не было... Никто не хотел отделиться от Советского Союза, а сейчас и в России никакой народ. Поэтому это все специальное запутывание. В любом случае я горжусь, что я чуваш в своей истории. Да, к сожалению, язык я не очень хорошо знаю вследствие того, что тенденция такая в Чувашии была, что типа западло знать чувашский язык, вообще говорить на чувашском. И вот, соответственно, мои бабушки, дедушки не научили моих родителей этому. Родители, соответственно, и меня чувашскому, то откуда научат, если сами не знают. Поэтому вот такие вот дела. Но в любом случае я горжусь, потому что знание языка, наверное, чтобы быть представителем народа, не обязательно, я думаю, это не основа... Нет, язык, он важная очень вещь, но вот возьмите, например, сколько носителей чувашского языка гордятся тем, что они чуваши и просто достойно представляют Чувашу. Вот их очень мало. Не носитель языка в смысле, а тех, кто гордится. Потому что чаще всего те, кто знают язык, они это воспринимают как данность. То есть, ну, есть, и они особо этого сильно не ценят. А ценить начинают только тогда, когда это потеряют. Опять же, свойства человека. Вот, и вот так вот и есть. Поэтому, ну, шо, я не знаю, чувашский, что я теперь, неправильный чуваш какой-то, что ли? Недочуваш. Поэтому это бред. Вот мне такое говорили как-то, что, чтобы быть настоящим чувашем, мне надо знать язык. Но понятно, да, согласен. Но это же не значит, что я должен бежать и его учить сразу. Надо создать базу вначале. Вот опять же у нас на государственном уровне все это специально, национальные языки забиваются в угол. Вот даже посмотреть тут Скандинавию, вот в Финляндии, вся дубляция идет на шведском, хотя шведов там маленький процент небольшой живет. И все равно идет дубляция, а у нас даже дубляции-то на чувашском языке нет. Не то, что при том, что это государственный язык в Чувашии, а отношение к нему, как будто, я не знаю, какие-то эти оккупанты там чуваши приехали. Я вообще поражаюсь просто над управлением нашим чувашским, российским. Вообще это капец. И народ все терпит, ничего. Схавает все. Так что такие вот тут дела. Так, что там дальше пишем? Мария Витькина пишет. Привет,
И Настюшки, и Аечки. Привет. Вон, гуляют сейчас где-то. Еда, говорит, наверное, тебе не нравится там. Нет, еда мне очень нравится. И, кстати, тут она очень вкусная. Натуральная еда, очень много молочки, молочных продуктов, всяких йогуртов разных, с разными вкусами. И чувствуется, что натурально. Именно не ароматизаторы, а натуральность. Тут очень сильно развито сельское хозяйство, много полей, всяких ферм, частные фермы вот именно. И чувствуется, что продукты очень хорошие, качественные. И очень большой выбор. Супермаркеты очень большие. Ну да, цены, соответственно, конечно, побольше, но это несоизмеримо с теми зарплатами, которые получают шведы и наши. Поэтому цены относительно наших, по сути, и небольшие, если так уж говорить. Зарплаты куда гораздо больше. Поэтому для них это копейки на самом деле по отношению к их зарплатам. Это цены копеечные. Поэтому с продуктами здесь проблем нет. Да, нет гречки, что немножко... Ну, вот сейчас к нам гречку привезли, ребята. Есть. Так что живем еще. Во. Вот. Поэтому продуктами все классно. Да, Павел Бойков, ты все правильно пишешь. Привет, Никита, пишет Руслан Сафин. Вопрос от земляка из Чебоксара. Скажи, пожалуйста, что тебя больше всего удивило в Европе неожиданно? И наоборот, были бы что такое, чего ты не ожидал, но ожидания не оправдались? На последний вопрос сразу отвечаю. Ожидания что не оправдались, такого еще не было. То есть все оправдалось сверх... Я про Европу раньше только слышал, я не был в шенгенской зоне. Я был только Украина, Белоруссия, то есть наши СНГ, но это все не то. Я только слышал там и не представлял. Я знал, что здесь, в принципе, хорошо люди живут, но не представлял, что настолько. И на самом деле я очень удивлен еще сильнее. То есть даже мы привыкли все этой пропагандой советской и уже ныне российской, что всегда находить какие-то самое там какое-то некрасивое, неприятное, мерзкое в Европе и оглашать это. Но никогда не говорят о том, какие здесь зарплаты, как люди здесь живут. То есть смотришь здесь, как даже беженцы, тут много беженцев очень в Швеции, ну, из арабских стран, из Африки. И они вполне все нормально живут, все дружно. Я не заметил какого-то сильного негатива. То есть здесь все терпимо. И это, конечно, удивляет. Другой вопрос, хорошо ли это или плохо. Но я думаю, правительство Швеции, они не дураки, когда все это делали. То есть именно отношением лояльным своим к беженцам, потому что это права человека. Все-таки человек может выбирать, если ему дома негде жить. То есть либо там война. То есть это демократичная страна, выполняющая все нормы и требования, в принципе, прав человека, ну как там, ООН, кто там этим занимается. Вот, поэтому, ну плюс еще шведы, у них население стареет, именно своих шведов, и это, я думаю, как привлечение именно беженцев, как приток рабочей силы, вот. Не дешевый, они платят так же, все зарабатывают, просто чтобы была рабочая сила. Потому что я думаю, шведы тоже какой-то свой интерес используют в этом. Вот. А так ожидания, конечно, я говорю, я до сих пор поражен тем, как здесь все спокойно, как люди друг к другу относятся, все уважают друг друга. Ну, опять же, дороги какие замечательные, как все сделано для велосипедистов, много велодорожек просто. Тут по побережью Швеции идет, тут почти 400-километровая велодорожка вдоль побережья. Она как туристическая считается, но вот сами посудите. Представьте, чтобы у нас в России была 400-километровая велодорожка. То есть безопасность, очень безопасно здесь. Ну, тут сейчас опять The Soul пишет про видео. Не хватает мелких деталей, событий. Я согласен с тобой. Сейчас я буду побольше делать.
формат видео чуть-чуть другой. Немножко будем говорить на камеру. Вот. Побольше рассказывать. А так все так же останется. Да, Павел Бойков, гречки нет. Есть ли у тебя какие-нибудь вредные привычки или слабости применительно к путешествию, пишет Максим Столяров. Ух. Ну, я не курю. Табак. Иногда пью. Ну как у нас в России опять думают, у нас если пьет, значит все алкоголик. У нас из крайности в крайность. Вот в Европе здесь любят попить пивка, посидеть, приятной компании. Я тоже это люблю, честно. Мне интересно попробовать пиво, например, какое-нибудь. Вот приехали там, вот в Финляндию ездили, взял попробовать. Приехали вот в Швецию, мне интересно здесь попробовать там пиво какое-то местное. То есть хорошее. Я не против. И особенно я вино люблю. Я дома себе вино из вишни делаю. Вот. Но это не вредная привычка-то. А мы вредно сейчас. Не курю. Вот курение, я считаю, это вообще бестолковое занятие. И трата денег, и здоровья. Вот. Нету, короче. Я идеальный просто человек для путешествия. Да, наверное, вот. Куда дальше по Швеции? Все, мы дальше уже в Данию, Денмарк. По Швеции мы фактически закончили путешествие. Скоро будет отчетный пост. И фактически это стрим отчетный по Швеции. Еще расскажу, что там наше примерно наблюдение. Артур Егоров пишет, сколько еще осталось денег? Читал про городе, что, мол, 23 рубля только осталось. Аж страшно стало представить, вам еще в Европе жить да жить. Да, у нас на самом деле был момент, когда у нас осталось 23 рубля. Сайт наш пока еще большого дохода не приносит, к сожалению, но еще все впереди, он еще молодой. Вот. И вот благодаря донатам вашим, вот моих зрителей именно немножко мы собрали, конечно, денег, но вот сейчас, вот, ребят, например, мне нужно сделать ТО велосипеда, у меня сломалась цепь, порвалась и вообще потерялась, в итоге мне всю ходовку придется сейчас менять, это систему, кассету заднюю и цепь, соответственно, и ролик еще, и вот на это... Я не знаю, сколько это будет стоить, но в Европе этот сервис не дешевый, не как в России, наверное, раза в 3. То есть 1010, наверное, рублей на наши деньги, если перевести, где-то так вот. И будет здорово, ребят. Будем рады, если вы поддержите нас в этом. Вот. Поэтому, кто хочет, у кого есть желание, вы можете перевести ссылки на... И реквизиты есть в описании вот этого видео, этого стрима, поэтому спасибо вам, ребята, заранее, кто нас поддержит. Так. Женя Рэй пишет, да, про видео опять. Максим Столяров пишет, я вот беру с собой всякое, а потом не могу вспомнить, что брал и где лежит. Каждый раз боюсь с барахлом в своей портфеле. Нет, такого нет, чтобы с барахлом бороться, потому что когда уже много путешествуешь, уже закрытыми глазами знаешь все, что где лежит, каждая вещь находит свое место, утрамбовываться. Если, конечно, ехать вот так вот на 2, на 3, на недельку куда-то, то... Там беспорядок на самом деле, да. А вот когда долго путешествуешь, вот уже сколько мы, 2 месяца в дороге, больше 2 месяцев, уже 3 месяца скоро будет, какой 2, то уже все находит свои места и никаких проблем с этим нет. Павел Иванов пишет, успехов в путешествии, отправил тебе перевод на карту Сбербанка. Павел, спасибо тебе за поддержку. Спасибо.
Так. Благодарим Никиту и Настю за то, что вообще дают нам всем возможность за ними наблюдать. За то, что мы проникаем в их личное пространство. Спасибо, Марина. Но на самом деле вот сейчас, когда о семейном путешествии, личное пространство мы открываем меньше. Но опять же, это вы можете видеть по видео, потому что не хочется, чтобы много людей... Я понимаю, много людей позитивных, но есть негативные люди, и вот именно для них не хочется открываться. Поэтому видео такие, может, для кого-то, кто-то может сказать, скучные стали. Не хочется мне немножко открываться, открывать свою семью, ставить под удар, чтобы какие-то там черти писали всякие гадости. Вот. Я, конечно, к ним привык уже, но все же это как фактор, чтобы меньше открываться. Так, спасибо, Мария. Марина смотрит уже 4 года, а теперь вода. Ну, The Soul, ты... для кого чего вода? Пусть будет вода. Вода – это жизнь. Миллионер завязки – это гостиница или чей-то дом? Нет, мы в гостинице здесь в Европе вряд ли будем когда-то останавливаться, потому что ценники здесь очень на это большие. Мы в гостях у нашего друга Мартина. Потом мы еще напишем об этом посты, будет это в фильме. Вот, в Хёганасе. Спасибо Мартину большое. Он, кстати, недавно приехал из Чебоксар, так что он наш земляк практически. Вот, и мы сейчас у него в гостях. Ну, мы думаем, ты там не останешься, надеюсь, пишет Костя. Ну, я уже об этом ранее говорил, слова мои. А почему мне не остаться здесь, например, Костя, а? Чё ты против того, чтобы я здесь остался? Денис Грешный пишет, сейчас забот больше с появлением маечки. Ну, все правильно, Денис, говоришь. Конечно, технически мне уже сложнее делать видео, опять же, время это надо находить, и спокойное место, например. Потому что Аечки сейчас такой же шебутной возраст, и я не могу сосредоточиться, например, на какой-то работе. Мне нужно обязательно, чтобы все спали, но иногда я сам хочу спать, когда все спят. Поэтому и время, соответственно, уходит на сон, а не подготовку, не на мастеринг видео. Ну, The Soul, я тебя понял, короче. Надеюсь, дальше будет интереснее тебе. Может, тебе Европа будет интересна, конечно, по России, что там смотреть? Вот ты сам живешь в России, что тебе эти ямы смотреть? И дома обшарпанные. Привет, это где вы? Мы в Хёганасе, Швеции, сейчас в гостях. Коля Гаврилов пишет. Кипнук пишет. Не согласен с вами. Формат канала «Путешественник» уже остоялся. Вид с GoPro-шки, дорога, рассказ о том, где был и что видел. Никита показывает новый формат, более медитативный. И это круто. Ну, я согласен с тобой, Кипнук, все верно говоришь. То есть я больше, вот знаете, вот как GoPro, ну, вообще не GoPro, а, например, экшн-камера типичная, она показывает все и ни о чем. То есть ты не можешь акцентировать внимание на каких-то деталях. Вот мне вот это не нравилось. У меня когда была вот это рыбий глаз, он мне не нравился именно этим. Вот наконец-то у нас появилась зеркальная камера, с которой я могу уже снимать и показывать то, что я именно вижу своими глазами. Вот именно свое ощущение, мироощущение передавать. Вот. И я хочу делать это без слов, потому что когда... Да болтовни, короче, хватает нашей жизни, вот, сами знаете, а мне хочется спокойствия. Да, они, конечно, не такие информативные, но вот говорю, сейчас мы по-другому немножко я сейчас начал снимать, то есть на зеркалку я также продолжу снимать, как и снимал, но на телефон сейчас я буду записывать свои немножко впечатления, чтобы поболее информативнее, да, это я все-таки сделаю. Вот. А сейчас вот именно эти медитативные, это
Я даю возможность вот вам расслабиться, посмотреть. Понятно, все вот хотят экшена какого-то, но не все вот, знаете, иногда... Какой контент сейчас делают для всех? Это потребительский контент, то есть ширпотреб получается. А для меня важно не количество там подписчиков, зрителей, для меня качество важно. Кто хочет, тот оценит, кому нравится. Всем не угодишь в любом случае. Начну снимать как раньше, будут писать, что давай вернись на друг, старый формат. Вот. Поэтому буду делать так, как мне нравится. Максим Столяров пишет, это не вредная привычка, все нормально у тебя. Это ты по поводу пива, по-моему. Хорошо. Костя Матвеев пишет, Северный поток-2, по которому ты ехал там в тайге, это наши землячки работают. Я уж вначале подумал, зэки работают. Мой племяш, в частности, геодезист-топограф, я ему передам, если вас по дороге назад встретят, чтобы вам помог. Ну, мы там назад точно не будем ехать, но им привет передавай землякам. Вот. Мамон пишет, что-то сторисы пропали совсем. Это потому, что я начал снимать на телефон именно информативно. Вот, я не могу распыляться теперь на сторис и видео. Поэтому будет все видео, короче, Мамон. Прости. Чуть-чуть попозже все увидишь. Радик Зенединов пишет. Сколько получают пенсионеры пенсию? Хороший вопрос, но судя по тому, как они тут все путешествуют на автодомах, мотоциклах, то пенсию они точно не 8 тысяч рублей получают. Вот. Я думаю, они нормально. Я вот не спрашивал, честно. Мне как-то вообще неудобно спрашивать у людей про их зарплаты, про их пенсии. Ну, как-то не знаю. Ну, не люблю, зачем мне это знать. Меня спрашивают, я, конечно, всем говорю, там, сколько мы там получаем. Ну, потому что мы ничего не получаем. Вот. И говорить не о чем. Вот. А так вот я не спрашиваю. Ну, честно, они здесь очень все хорошо живут. Я вот сегодня в городе, вот в Хьюганосе, троих алкашей видел. Кстати, бомжей вот среди шведов нет. Они могут быть только среди вот беженцев здесь. Вот ребята видели, возле магазинов сидят, ну, попрошайки такие. Вообще ни разу Кстати, еще не не видел. видел. Ну, вы уже заехали в Швецию только. В Норвегии вообще не видел. В Норвегии, наверное, нету, да. Вот здесь в Швеции бывает, вот где центральный, там, Стокгольм, возле каждого супермаркета сидят, ну, беженцы. Я не знаю, они с паспортами или нет, но есть. Но среди шведов их нет, и алкашей-то не видел среди шведов, поэтому тут с этим все нормально. Ну, за пенсию не скажу, но очень хорошо здесь все. Живут за пенсией. В Норвегии 8500 рублей. Да, они все путешествуют, Радик. Видео лагает и тормозит сильно, блин, извини. Я не знаю, у меня Wi-Fi здесь вроде нормальный, но почему-то плохо выгружает. Ну, типа она будет получать ее зарплату. Павел Бойков пишет, с прицепом такие маршруты, жесть, желаю тебе удачи, береги силы. Согласен, с прицепом на самом деле, вот если сравнивать одиночное путешествие, это вообще на самом деле, одиночное путешествие это кайфовое. Нет, семейное, оно тоже кайфовое, я в плане легкости, например. Ты настолько мобильный становишься, во все, также опять же дырки можешь залезть. Со своим велосипедом легким, не нагруженным. А вот сейчас с прицепом я уже привык, конечно, я уже летаю как и без прицепа на нем. Но по затратам сил, конечно, это несравнимо. Ну, опять же, вот смотрите, километраж раньше 100 проезжал, сейчас 50. У меня чувствуется как 100. То есть в два раза меньше километраж уменьшился. Один прицеп весит 16 килограмм только, потому что там и амортизаторы есть, и все удобства, кроме кондиционера. Вот, и сама аечка весит 10 килограмм, плюс еще вещи там в багажнике. Ну, то есть это все как мой велосипед практически, по сути, весит. То есть прицеп как велосипед весит, чуть больше даже, если велик не нагруженный. Никита, вы бы хотели поселиться, жить в сельскую местность на ПМЖ после или в перерывах от путешествий? Татьяна, конечно, хотели бы.
Почему бы и нет? Мы вообще свободные люди с Настей. Потому что у нас... Мы тут в Чебоксарах у нас, в принципе, ничего не держит. То есть у нас нету каких-то вещей, там, как работа, которая там ждет, или какие-то другие вещи. Или квартира там у нас стоит, у нас ничего нет. Квартиры у нас нет в Чебоксарах, поэтому мы открыты миру. Вот. Поэтому мы бы пользовались любой возможностью, которая есть. Вот. Костя Матвеев спрашивает: дочка, какие слова уже говорит, любимые? Ну, она говорит... Она может и сама уже их сказать, конечно. Она спит, да, уже? Спать пошли. Они уже спать пошли. Вот она говорит: мама. Ну так, мама. Не 2 раза мама. И папа также. У нее есть еще всякие словечки свои, ну, которые нам не понять, но любимые. Это там авоя дигая. Я не знаю, что это значит. Адой седой говорит. Это надо записывать это. Там вообще интересно. Такие первые просто. Так. Чё ж там пишут? The Soul, хорошо, окей, сделаем. Пишем иногда об этом, но вот иногда говорю, не хочется что-то личное рассказывать. Из-за этого бывает. Ну, нормально все будет. Может, свет включить? Да, вроде нет. Если вам не нужно, так. Нет, Нет, не мне не нужен. Очень правильно. Держите свою семью в безопасности. Самое главное, больше ничего не важно. Глупо очень пишет. Правильно. Денис Грешный пишет: марийцы, чувашим, братский народ. Мы вместе противостояли Руси после 14 века. Понятно вам? Марийцам привет. Лично держали напор Руси. Да, вот, так что привет вам тут. Костя Матвеев, ты мой земляк. Я хочу гордиться тобой здесь, дома в Чувашии. Спасибо, приятно, Костя. Ну, дай бог, не будет таких моментов, когда можно будет не гордиться. Но кто-то же не гордится. Кого-то же бесит то, что про нас пишут в газетах, показывают по телевидению. Кого-то это раздражает, кто-то не хочет этого. Вот. Может, кто-то боится конкуренции там за свой пост, я не знаю, главы. Потому что такая подрастает здесь конкуренция. Сейчас насмотримся мы. Приедем в Чувашию, начнем там свою власть устраивать. Как вот в Швеции. И кому-то это не надо. Так что, дай бог, будем гордиться. Привет из Башкирии, Сук Чишма пишут. Сук Чишме, привет. Помню вас, люблю. Как вы меня встречали. Как у вас там концерт смотрел. Всегда вспоминаю часто. Вообще Башкирию вспоминаю. Спасибо вам всем. Насколько средний вес одного из велосипедов вы путешествуете? Ну, нагруженный велосипед где-то весит 30, 35, 40 килограмм примерно. Это если еще наливать воды, то есть еды, то есть он еще больше весит. Вот. А так. Милана, теперь борьбу в сети продолжаете? Милана такая прям подстрекательница. Такие каверзные вопросики задает. The Soul пишет: хотел бы вернуться в Тибет или в какую страну хотел бы вернуться? Я бы в каждой стране бы хотел побывать, где был, потому что все мне эти страны родные, где я бывал, где я ночевал, где я спал, где я с людьми общался, и у кого жил, поэтому везде бы хотел. В Тибет, конечно, я вспоминаю, было здорово, но сейчас в данный момент не хочу, у нас много новых стран впереди. Так.
Перестали вообще на что-то думать. То, что там всё. Владимир Манухин пишет. Малухин. Больше фото размещайте себя и своей семьи с велосипеда на фоне тех мест, где ты проезжаешь. На сайте? Тогда и будет кочевье настоящее на велосипеде. Мы же, зрители, любим весь мир через призму велопоходов. Но мы вроде выкладываем на сайте там. Сейчас вот, кстати, за работу взялась Настя. Теперь все, она сайтом занимается. То есть пишет посты, фотографии выкладывает. Поэтому там вроде все пишем. Видео немножко с отставанием просто приходит. Вернитесь на старый формат фото и видеосъемки. Теряешь зрителей. Нам интересен велопоходный мир. Ой, правду говоришь, точно. Но, Владимир, зрителей у меня было не так-то и много, честно говоря. Я не знаю, что там терять можно. Поэтому нормально все будет. Так. А вы через Турку в Швецию ехали? Да, мы на пароме приплыли в Швецию. Никита, скажи, пожалуйста, какой конечный пункт твоего кочевья, пишет Владимир. Нету такого. В моих путешествиях никогда нет конечной точки. Чебоксары? Вот. Она может быть Чебоксары только, все. Либо там, где мы найдем дом. Костя Матвеев пишет супругу. Половиночку Анастасию хоть 2 чувашским словам научил. Ты научилась, Настя, 2 чувашским словам? Эпичева шла вместе. Вот, Эпичева шла вместе, она знает. Так что это уже не одно слово, не 2 даже. Я не понимаю по-чувашски. 3 это слово. А я марийскому научилась немножко. Милана пишет, чтобы успешно путешествовать и собирать донаты, надо прислушиваться к мнению большинства, а не делать как хочу, при этом надеяться, что накидают деньжат. Ну, Милана, ты, наверное, деньжат-то в любом случае, я думаю, не накидаешь, поэтому на тебя я точно не надеюсь. Вот, и что ты мне накидаешь денег. Денег, на самом деле, мы копейки с этих донатов получаем. А люди почему-то думают и почему-то нас попрекают, потому что мы какие-то там большие. И кто-то вброс специально на сайте делал в комментариях, что мы, мол, какие-то там 250 тысяч получили. Я не знаю, откуда этот бред берут, но факт остается фактом. Поэтому я не знаю смысл, что ты хочешь сказать, что прислушиваться. Эти донаты это копейки, какой там прислушиваться. Конечно, я прислушиваюсь, но к людям, которые не обсирают меня и говорят, что я там фуфло начал снимать, например. Вот, надо Творца всегда уважать, не обижать, и тогда все будет нормально. Радик Зейнаддинов пишет, круто, когда на пенсии можно путешествовать, мир смотреть. Никита, поинтересуйся у европейцев, как они нам относятся к россиянам, оккупанты мы для них или нет. Ох, Радик, тут вопрос-то сложный. Россиян-то они любят все, россиян, но с историческом плане взять, ту же Финляндию, если брать, как Советский Союз напал на Финляндию, вот, как это не учат никому и не показывают в наших школах, как ее забывают, что на самом деле Советский Союз агрессор очень серьезный. Ну вот, конечно, это здесь все понимают, вот, а в России почему-то этого не понимают. Вот, и поэтому вопрос, здесь об этом можно много говорить, но у кого-то бомбит очень сильно по этому поводу, что я на Советский Союз, на коммунистов гоню, но опять же, все, факт остается фактом, где сейчас Советский Союз, где сейчас коммунисты, которые как раз очень хорошо лавируют. Сегодня коммунисты, завтра еще какие-нибудь, завтра они будут демократами, если им нужно это будет, за спасение своей задницы, для спасения, вот. Поэтому тут вопрос такой, можно много говорить про это. Политические моменты, сейчас не особо охота про них говорить, это надо отдельный стрим делать. Вот, а россиян здесь все очень любят, нет такого, что там, тут Россия, вот, идите валите свою Россию, тут нет такого. Все очень дружелюбно ко всем людям. То есть позиция очень схожа с моей, то есть несмотря на национальности. Костя Матвеев, класс, вы правильный во всем. Добра вам и мира. Спасибо, Костя. Взаимно.
Неизвестный человек пишет, денег хватает на еду. Ну, пока хватает вроде, нормально. Вот. Вроде пока более-менее живем. Но на еду здесь уходит побольше даже, чем в Финляндии. Ценник вот. В принципе, в день у нас уходит 1000 рублей на еду, на семью. Ну, при том, что мы экономим, в принципе, не покупаем, не шикуем. То есть это стандартная наша корзина. На 1000 рублей выходит, примерно вот так. Ох. Дорога – это жизнь, Джек Карлак. Привет от Ани и Леши из СПБ. Че, Настя, хочешь пообщаться? Хочешь? Мне тут, в принципе, вопросы все, да? Закончились. Вот так. Вернешься же? А? Вернешься же? Да. Все, Насте я передаю. На растерзание не отдаешь. Эстафету Насте. И Ай. Ай, хочешь пообщаться? Смотри. Смотри, сейчас тебе будут вопросы задавать. Какие ты слова знаешь? Ая, скажи, там спрашивай. Какие? Вот сколько слов, целое предложение уже. Какие слова? Твои видео интересны искренностью, поступай, как считаешь нужным. Ты парень с характером, можешь пояснить, что происходит, но не оправдываться. Ты молодец. Ну, спасибо, Макс, тебе. Удачи. Приятно слышать. Так и делаем. Олег К. пишет, а какого числа были в Турку? Жаль, что не увидел вас, я здесь живу. Как обычно, у нас все позже, чем на... Ну, как всегда, нам пишут тогда, когда мы уже оттуда уехали. Вот. 20 июня, вот, июля мы... Да, паром 20 июня у нас был. Июля. Может, садик посидеть? Сиди. Не води. Посиди. Вот чай. А что, трансляция прерывается и обрывается, что ли? Я что-то не понял. В чем трансляция тут 40? Интернет, конечно, здесь чуть-чуть медленький. Ну, как в Европе, везде такое. Вот. И в Швеции такой интернет. Какой раз уже? Так, вроде все грузим, да? Ну, не замечаешь. Ладно, садись. Я? А я не знаю, какие там вопросы у тебя последние? Денег хватает на еду? Привет всем. Можете задавать вопросы. Ей. Ой, все, смотреть хочется. Боюсь, что я ненадолго здесь. Нет, ты сиди с ней просто как я. Она пускай на себя смотрит. А то она уже... О, Надя уже Ей приехала. уже спать просто пора. Она решила немножко с вами пообщаться тоже. И нажимать на кнопки. Привет, Ая, тебе пишут. Привет, Ая, растешь, растешь. Привет, Ая. Никите привет, передай Ваську. Эхей. Эхей. Конечно, растет, ей уже год и 1. 13 месяцев. Куда после Швеции? Привет с Урала. Привет, Уралу. После Швеции в Данию сейчас. Буквально 20 километров нам надо будет по Швеции еще проехать. Потом на паром. И потом в Данию уже поедем. Там оттуда через Копенгаген сразу в Германию. По Дании совсем немножко проедем. Километров 250, наверное. Может, 200. Вот. Потом в Германию также на пароме, потому что в Дании там либо мосты будут, но они, по-моему, в основном закрыты для велосипедов, потому что там нет велодорожек, и по датским правилам, либо, может быть, даже по правилам Евросоюза, если там нет велодорожек, то нам туда нельзя, как бы опасный трафик. Вот, ну мы там посмотрим, это пока нам так говорят, потом посмотрим, как там все было, вот, будет, точнее, на самом деле. Вот, вы лужайки погуляете с ним? Пойду погуляю. Вот. Потом оттуда сразу в Германию поедем, через Гамбург. В сторону Западной Германии. В сторону Западной Европы. Трудно было начинать ездить, не хотелось бросить велосипед и вернуться домой. В этом путешествии нет, уже не хотелось.
Вот в прошлом, когда мы еще ехали по России, ну, может быть, это было как раз из-за того, что дороги, как обычно, были вообще, ну ладно, это уже давно уже обжитая тема. В общем, по России пока ехали, было сложновато привыкать к дорогам, к вообще там, к тому, что трафик есть, к тому, что машины не очень уважают велосипед, когда мы едем. А здесь нормально, в Европе стало как-то спокойнее. Ну, да, все-таки определяет очень сильно это, когда ты едешь спокойно и понимаешь, что тебя никто не тронет, тебя все пропустят, это, конечно, очень прям стимулирует ехать. А физически, конечно, мы ехали, скатились нормально, стало сейчас физически нормально получается, что силы остаются. Мы едем не так много каждый день, по 50 километров, это... Ну, это, в общем, нормальный такой стандарт, и чтобы мы не успели слишком уж устать. И Ая нормально проехала. Это время она поспать успевает, поболтать, посидеть, посмотреть в окошко. Вот, привет, малышке передам. Так, в Европе проблема с интернетом. Не знаю, как насчет всей Европы, пока вот насчет Швеции могу сказать. В магазинах, например, в Финляндии, когда мы заходили, подключали Wi-Fi, и там, в принципе, все нормально летало. Здесь в Швеции ну, не очень так сильно летает, ну, то есть, немножко, ну там мессенджеры нормально, ВКонтакте, в Инстаграме можно посидеть, можно даже немножко там что-нибудь на сайт залить, но так, чтобы там прям посидеть, там, может быть, фильмы загрузить, такого, конечно, нет. А я выросла очень, я выросла, да, выросла, конечно, Виктор, да, скоро ты ее увидишь, надеюсь, Виктор Чугаров пишет. Так, Радик пишет, удачи, переведу вам сколько-нибудь средств, где посмотреть номер карты. Спасибо большое за такие переводы, это действительно очень стимулирует к дороге. В прошлый раз, кстати, когда я написала, что ну, там на карте что-то там осталось немного, просто констатация фактов, потому что нам, деньги-то у нас были, мы открыли наш, в общем, небольшой, такой крошечный был у нас запасик таких вот запасных средств, которые мы на дом оставляли. Вот. Но люди отозвались очень неплохо, так что спасибо большое, нам нормально получилось. Как там на еду на сегодня, на завтра точно есть. А номер карты можно посмотреть в реквизитах под этим видео, насколько я знаю. А у Никиты также ВКонтакте, в Инстаграме, по-моему, есть везде реквизиты. А вообще основные все полностью реквизиты есть на сайте. Там есть раздел реквизиты. Там все есть номер карты и все номера всех кошельков. Так, пора уже на юга перебираться. Ну да, надеюсь, мы успеем перебраться до юга, до холодов. У нас еще нормально времени есть, еще целый месяц лета, и там сентябрь здесь в Европе потеплее, чем в России, наверное. Тем более, что к тому времени мы уже будем где-нибудь во Франции, надеюсь, в сентябре. Привет, ребята, как купаете Аю? Купаем как придется, конечно. С этим, это такой вопрос, это моя боль. Я его каждый день купалась. Спасибо, я не хочу. Спасибо. Ладно. Вот. А так, конечно, стараемся ее умывать, как-то подмывать. Купаем в озерах. Озера тут вообще идеально чистые. Можно мыть где хочешь, мыться и мыть. Уже мальчишек клеит авось. Не мальчишек, а, наверное, всяких дедушек, бабушек клеит. Идем в магазин, она всем улыбается, всем вот так вот, и сразу, в общем. Очень коммуникабельная она такая у нас. Любит очень людей. Наверное, может быть, устает от нашего только, от нас только. У вас на 3 месяца виза была, по-моему. Но она не на 3 месяца, она 6 вообще-то. А 3 месяца это 90 дней пребывания в Европе. Совокупно мы можем быть здесь. Вот, мы заехали в Европу 11 июля. И мы вместе с таможенниками посчитали, что нам нужно будет примерно 9 октября выехать. Может быть, даже раньше выйдем. Вот. Ну, у нас не 3 месяца, а 6. Так что если вдруг там выехать, например, сейчас из Евросоюза, то у нас еще до самого Нового года есть время здесь побывать. Вот. Но у нас подряд, конечно, будет 90 дней. Вот. Так что время еще есть. Копенгаген самый велосипедный город. Ну, посмотрим, надеемся. Посмотрим, как это будет. Я не представляю, если честно, как это велосипедный город. Мне тут подсказывают, Амстердам самый велосипедный город. Ну, как раз сравним, посмотрим. Будет битва городов у нас, по нашему мнению. Я вижу, какие у нас общие взгляды на жизнь, на мировоззрение. Видно, велосипед сильно влияет. У нас, в смысле, у нас с Никитой? У вас, наверное, с Никитой, и у нас.
Ну, наверное, может быть, да. Ну, когда ты в велосипеде понимаешь, что немножко с другого ракурса смотришь на жизнь, наверное. Вот Амстердам тут тоже подсказывает. Амстердам самый крутой город для велосипеда. Добрый вечер. Зимовать где будете? В Греции, Турции? Еще не знаем. До зимы надо еще доехать. Как доедем, так скажем. Нет, не Амстердам, именно Копенгаген, самый велосипедный город в Европе. Тут уже прям битва комментаторов. Давайте, правда, ставки делать, ребят. Кто за какой город. Раньше стиль съемки лучше был, если честно. Сейчас не так интересно. Но это не новый вопрос. Уже много раз такое говорили. Сейчас Никита придет сердитый. Ничего сердито, я уже привык. Ты же привык, да? Больше нет вопросов у меня. Все, я на все ответила, скорее всего. Ая, привет, Каролина. Слива. Уронила. На? Ая, может спать пойдем с тобой? Это время Да уже нет, 21:15. Что, ты вопросы хочешь увиливать? Нет, я не хочу увиливать от вопросов. Так, ну что еще там рассказать? Наверное, про Швецию. Про Финляндию тоже, потому что мы не выходили давно. Так, да. При виде полиции есть ли страх, как в России? Мы полицию вообще не видели. Какой страх. Вы бы рады увидеть. Камера только. Да, тут, кстати, только камеры есть, но мы... Такая стоит большая камера на обочине дороги, как светофор. Мы просто так проезжаем, и все. А так нет, вообще никого не видела, патрули так не ходят, как у нас. Никто к войне не готовится. Страха никакого нет. Она хочет тоже общаться, да? Амстердам? Ребята посмотрели, в общем, авторитетное мнение в интернете говорит, что Амстердам самый. Да оба города, короче. Вот это еще погуглили. Ну ты что? Хочет быть звездой эфира просто. 40% трафика в Амстердаме, в Копенгагене 35%. Что оставляете себе на память с каждого помещенного, наверное, посещенного города? Ничего. Воспоминания, фотографии, какие-то ассоциации, ощущения людей иногда оставляем. Иногда вообще забываем, в каком городе там были, если это не, например, крупные города, такие как Стокгольм и Хельсинки. Мы проезжаем, я говорю, это было в каком городе? Там, где я на Лужайке пешком ходила. Вот этот город. А так города все очень хорошие, такие все спокойные, они такие мелковатые все здесь, то есть такие спокойные. Спать хочет, да? Скоро пойдем спать тогда. Вот, так что Никита про города сейчас сам расскажет. Что там оставляем после каждого города? Вот, кстати, сейчас... Нет, мы не возим. У Начи с собой большие бусинки висели с магнитами. Антон пошел снимать гусей, да? Чайки. Кстати, чайки. гуси уже улетают. Вы Гуси видели? на юг улетают, да. Штабелями летят. Тут их так много вообще. Ну. В каком году планируете посещение? Вернуться в Чебы? Да Бог его знает, честно говоря. Бог его знает. Вот. И не знаем, когда вернемся. Как всегда, мои путешествия без срока. Very good. Very much welcome. It's fresh in the winter. I can call you. Always okay. Вот здесь есть. Можно включить. Вот. И как вы не боитесь будущего, пишет The Soul. Тут живешь оседлой жизнью и то переживаешь, что будет дальше. В чем секрет? Жить только сегодняшним днем? Всегда веришь и знаешь, что будет лучше. Я потому что себе доверяю, своей семье. То есть сама моя психология такая, что я знаю, что все будет
хорошо, что я не пропаду в любом случае. Ну, сама жизнь в России, во-первых, она такая, что ты никогда не знаешь вообще, потому что ты понимаешь, что ты ни на что не заработаешь с нашими зарплатами. Ну, основное большинство человек. Я не за всех говорю, конечно. Вот, и поэтому я понимаю тебя, что в России она такая, что боишься за будущее. Вот работаешь все на заводе, да, там, как в Советском Союзе, 50 лет. Ветеран труда, вот как моя бабушка. А сейчас живет, ну, ничего нет, то есть все, никому не нужный человек, ну, кроме своих родных. Вот, и все к этому уже в России привыкли. Вот. Но мы, да, живем сегодняшней жизнью, я получаю удовольствие от того, что делаю. Мы всей семьей получаем удовольствие от того, что мы едем, перемещаемся, общаемся с людьми, знакомимся. И каждый день я наслаждаюсь природой, смотрю разную природу. И я получаю удовольствие от этого. Мне это нравится. Вот. Наверное, так. Алексей Васильев пишет, чувствуете себя более защищенным, чем в России? Но я даже не сравниваю. Тут я чувствую, знаю, что я могу оставить велосипед. И 99%, что его не возьмут. Никто не уедет никуда. Поэтому я себя чувствую здесь очень безопасно, в Скандинавии. Никаких проблем не ощущаю в общении с людьми, какого-то негатива. Ривсес пишет, салам из Новчика, солнце на спицах. Солнцу на спицах, всем привет, Новочебоксарску. Следим за вашими там покатушками, молодцы. В Амстердаме не забудь попробовать кексики, пишет Артур Егоров. Ну, слышал, что про эти кексики, ну, попробую, может быть, посмотрим. Карлсону тоже салам. Хорошо, Карлсону передадим. Вы в гостях у русских? Нет, мы у шведов в гостях. У шведа Мартина. Потом вы узнаете, кто это. Мы напишем поподробнее про это. Никита, привет, пишет второе. Привет, привет. Удовольствие от того, что мы едем. Оп. Какие еще у вас, ребят, вопросы есть? Уже практически 1,5 часа у нас трансляция идет. 1:18, если быть точным. Молчание. Жалко, что задержка немножко идет, потому что как начну заканчивать, так сразу вопросы прилетят. Да везде воруют велосипеды. Конечно, не расслабляемся, так уж не оставляем. Но все-таки здесь, возле торговых центров, я его не так сильно боюсь оставить, как, например, в России. В России мы в супермаркет, когда заходил только один. Либо я, либо Настя закупаться. Всегда мы оставались возле велосипедов кто-то. А здесь мы заходим вдвоем, без проблем велосипеды оставляем, даже не пристегиваем. Потому что, я думаю, все-таки, даже если захотят украсть, не все позарятся на нагруженные велосипеды. Их не так ты просто увезти. Тем более мой с прицепом, например. Как бы это даже, чтобы на нем уехать-то, я думаю, приспособиться еще надо. Да и зачем там, никто не возьмет все-таки возле супермаркета. Там десятки велосипедов стоят других. И слишком приметный велосипед, чтобы его брать, наверное, не позариться. Да и не надо об этом думать. Те, кто думают постоянно об этом, у тех вот и крадут большей частью, наверное.
понятно, что это пока не столкнешься с этим, но сколько я объездил на велосипеде, их проблем. Кто-то он пристегивает на ночь даже, в лесу. И не знаю, зачем это делать. Мне кажется, это уже немножко ну да, маразм уже идет у людей, чтобы в лесу велосипед прицеплять. Артур Егоров говорит, что нам понравится Амстердам. Веселое мороженое можно поесть, грибочки. Хорошо, Артур. Посмотрим там. Еще доехать надо нам, ехать и ехать еще до Амстердама. 3 месяца это очень мало по Европе. Нам не хватает времени просто отдохнуть, остановиться, потому что надо ехать. И иногда просто замотанные становимся. Ривзес пишет, а Европа, Африка? Не понял вопроса немножко. Диджей Электрофон пишет, сколько тонн уже накатали? Сколько тысяч имеешь в виду? Мы уже 3000 практически накатали. О, Мартин, вон Мартин пришел. Наш Swedish friend. Very happy to have my Russian friends here in Höganäs. Yeah, Very happy. Beautiful friends. yes. Nikita and Astya. О, thanks, Мартин. Все, вам всем привет, Мартин передает. Привет. Yeah. Привет, блядь. Вот, 3000 накатали. Костя Матвеев пишет, если честно, то ты для нас всех уже замечательная история, а мы соприкасаемся с ней, за что вам спасибо. Спасибо, Костя, тебе. Прям вдохновляющие слова. А то мне иногда кажется, что я тот самый, про которого пишут мои злые комментаторы, что я какашка, и что я вообще этот нехороший человек, короче. Спасибо-то. Никита, что думаешь про 3,7 миллионов гектар пожаров в Сибири? Ох, что тут говорить-то. Ну, это ужас, конечно. Сибирь я люблю. Наверное, в России это моя любимая часть. Именно Сибирь. Ну, Сибирь-то она тоже большая понятие. Ну, именно Сибирь, как она, мы представляем большую. Вот именно ее и люблю. Вот, и печально, конечно, но с таким правительством, с такой властью это все ожидаемо. Поэтому, что тут говорить? Тут надо глубже вопрос ставить. Что все это люди и власть. Какая власть, такие люди. Если власть сеет плохое семя, такой народ будет. Поэтому, что там говорить-то? Конечно, это ужасно, жалко. Но пока ничего не изменится, все будет и так же. Пока такая же власть и государство, ничего не изменится. Уже. Сколько лет уже всех кормят же одним и тем же. Все, народ хавает, так что что, будут и пожары. Все будет. Так. Сол пишет, ты только сравниваешь и ругаешь Россию. Но у тебя нет рецепта, как сделать жизнь в России лучше. Ты не знаешь решения, не предлагаешь его. Критиковать каждый может. Это самое простое. А с чего ты взял, что у меня нет решения, рецепта? Я это тоже говорю. Вот ты как раз, вот это видно, у тебя поставленная фраза, которую ты всем говоришь. И необоснованно при том. Почему? Есть решение. Для начала надо, я уже вот на ответ перед твоим постом, перед твоим записью я на это уже ответил, что нужно изменить для начала. Оно простое на самом деле, ну простое и непростое, но что мне делать-то? От меня же одного тоже все не зависит. Но мне кажется, нужно менять сознание людей, чтобы у людей менялось сознание, самое главное. Иначе
история уже показала, что война и какие-то силовые методы, они уже не работают, потому что за одними придут другие, такие же, а может быть еще хуже, поэтому надо менять сознание людей. Вот если вот почему шведы вот так живут хорошо? У них здесь нету таких богатств, как у нас в России, природных ресурсов. Они вот здесь вот у них в сознании другое все. Именно благодаря вот своему сознанию они могут все обустроить так, как они хотят. Потому что вот Россия на самом деле, социум российский отсталый лет на 50 минимум, если не на 100. 150. 150? Да, ну вот если, Отстаём вообще. да, если считать вот там крепостное право только в 1800 каком там 60 году, да, я не помню, ушло то крепостное право, только отменили. В Европе здесь реформаторские настроения уже, то есть реформы проводились еще там, в 15 веках, в 16-х. Если там посмотреть историю. Я не силен в истории, честно, я сразу скажу, что я просто так бегло знаю, но даже с таким уровнем истории я могу понять, что давно здесь было уже все реформы, демократические при том, что здесь была монархия, и сейчас здесь монархия, при том, что был король, тут все избиралось, ну, по крайней мере, я не знаю, как там в реале было, но был парламент, который выбирал, что, как по каким путем идти. А у нас же все привыкли, у нас люди не привыкли жить в одиночестве, то есть не могут они понять, что все зависит от них. Они привыкли, что есть какой-то вождь, вот, ну был там царь, ну ладно, потом был там вождь коммунистический. Какая суть-то не меняется? Опять же, сидит какой-то человек, который один единолично, по сути, решает, кому, в какое направление страны идти, войной на кого идти. Ведь человек ничего не решает у нас. Поэтому у нас в людях проблема, в людях самих. Даже если люди поменяются, будут такие шведы, люди же сами кормят свою же власть. И каждый народ заслуживает своего правителя. Ну что тут не понять-то? Какое тут тебе еще и решение-то нужно за сол? Вот изменишься ты сам. Хотя бы как я изменился. Так и каждый начнет меняться. Так что меняйся за сол. У тебя даже вот никнейм The Soul, душа. Вот и дай бог, чтобы она была у тебя чистая и нормальная. И не забитая всякими, не измазанная всякими какашками. Поэтому давай The Soul. Будь хорошим человеком. Сколько по времени займет путешествие? Не знаю, честно, не могу сказать. 1000 рублей перевел Роя. Спасибо тебе, Роя, за такой донат, за поддержку. Вложим завтра в велосипедное снаряжение. 300 рублей перевел Ривзес. Тоже тебе спасибо. Солнцу на спицах. Коля Гаврилов пишет: зависло. Не парься, живи для себя, а не для других. Согласен. Ну как для себя? Для семьи. То есть кому-то нравится жить для других. Кто-то живет для себя, соответственно, и для других. То есть это такой вопрос, там, такой сложный на самом деле. Ну, сложный и простой. Жизнь, она такая относительная, что трудно сказать какие-то вещи кардинальные, категоричные. Я желаю вам много YouTube подписчиков, которые помогут вам в финансовом отношении, в любом другом случае, по дорогу, по которой вы идете. Спасибо, Лупоч. Ну, YouTube подписчики. Там, в принципе, сколько? 4500, в принципе. Нормально. Пойдет. По чуть-чуть, там 40 подписчиков в месяц, по-моему, прибавляется. Ничего не густо. Да нам много и не надо. Главное, чтобы на сайте прибавлялись у нас зрители, просмотры шли. Я на остальные другие платформы, на другие сети вообще не ставлю сейчас акценты, только на сайт. В Амстердаме на жилье 0% ипотека, говорят. Собираетесь ли вы просить политического убежища в одном из райских мест на Западе? Ух, Алексей, честно, мы думали в этом вопросе. Не то, что думали, за меня уже, за нас пишут в комментариях, что мы там куда-то политическое собираемся где-то брать. Ну, честно, нам ничего в России не угрожает, слава богу, никто не угрожал, чтобы там я переживал за безопасность. Ну, Россия, она вся сама опасная страна, по сути.
Поэтому там априори уже опасность угрожает даже на тех же дорогах для велосипедиста. Вот. Но смотри, если мы, например, даже берем политическое убежище, нам в Россию въезд закрыт. Нет, по-моему, он открыт, но потом мы теряем статус политического убежища в этой стране, где берем. Поэтому мы же хотим в Россию ездить. Я же люблю Россию. Вот поэтому статус политического убежища нигде просить я поэтому не хочу. Самый лучший идеальный вариант – это купить недвижимость. Но денег на это пока нет, к сожалению. Вот. Но мы работаем над этим. Сейчас немножечко откладываем, стараемся откладывать на дом. Вот опять же, даже с донатов ваших, кто нас поддерживает. И откладываем понемножку на дом. Не знаю, когда накопим и где купим. Вот. Никит, про Сибирь в точку. Артур пишет, не боишься за свои высказывания, не боишься, что за тобой ФСБшники уже выехали. Но знаешь, Артур, я боюсь жить как червь, наверное. И в моей натуре, в моем характере, наверное, самый это больший страх. Жить и как-то и бояться выразить своего мнения. Я не знаю, как так можно жить. Поэтому что мне бояться? Ну, пускай уезжают. Что я такого вообще сказал? Я ничего не сказал. Даже больше, чем на 50 пишет. Счастливой дороги. Себя изменить трудно, легче власть лгать, пишет Владимир Рос. Весь советский лагерь отстал от всего мира намного. Все сферы деятельности запущены. Это я сужу по Белоруссии. А Россия зажравшаяся. У кого толще кошелек, тот круче. Фигня, кто сам человек. Говно. Ну, понятно, электрон. Пишет электрофон. Ну, согласен, советский лагерь, конечно, коммунистическая власть очень сильно затормозила ход. Не повезло тем странам, которые попали под коммунистическое влияние, но когда-то коммунистические идеи были очень продвинутые, потому что все устали от царской власти, которая тоже была очень отсталая и никаких реформ не проводила, как, например, на Западе. Все люди от этого, понятно, устали, и люди пошли за коммунистической. Коммунисты предложили то, что народ хотел, то есть они попали в нужное место. Но потом коммунисты, конечно, ничего предложить уже не смогли. Да и не хотели, зачем. Вон Сталин как все сделал. Полная тотальная, в смысле, власть тотальная. И мы увидели по истории, что бывает, когда недобросовестный человек встает у власти. То есть всех более-менее знающие люди уехали, мудрые, понимающие. Кто не уехал, тех расстреляли, уничтожили. И в блокадных Ленинградах, сами знаем, в войну тоже. И вот такие вот дела. Но опять же, это возвращаем историю, там политика. Ладно, бог с ней. Кто хочет, тот понимает все. Кто не понимает, тот не хочет, тот это не поймет. Никита, привет из Риги. Собираетесь в Латвию? Привет, Павел Ревер. С удовольствием бы в Ригу приехал, но, к сожалению, пока мы в Прибалтику не поедем. Вот. Виктор пишет. Витор Ю. На радость жизни в путь далекий, с Тинче познаешь мир. Также все красоты. Да, это Виктор наш стихотворец и режиссер. И просто хороший человек. Павел Бойков пишет, ФСБ тоже люди, им главное, чтобы начальство не ругало за бездействие. А тут аудитория слишком мала. В каждой курилке такие разговоры. На всех говорящих ФСБшников не напасешься. Не их бояться. Ну, я тоже согласен, что там. Мишелина Параник. Да?
Акахич. Хрена себе. Я думал, ты уже 5 детей завел, завязал с Кочевьем. Акакий, ты что-то этот... Очень много этот... Не следил, видимо, за мной. Я бы и сам с радостью. А что мешает и 5 детей завести, и Кочевье отправиться, что? Тоже можно. Такой Поезд. поезд. Да. Я в голове Велопоезд. всех тащу. Велопоезд. Денис Грешный, согласен с Витом. Вопрос. Впереди Никита, потом раз, два, 3, 4, 5 и Настя сзади. И все соединено. Все под контролем, считай. Леон Ковалевский пишет: Никита, ты совершенно прав по поводу народа, сознания, политики. У нас в Литве за 30 лет после оккупации СССР люди очень сильно поменялись. Хотя есть еще прорусских. Ваше телевидение, вот проблема. Ну, согласен. Вот у нас тоже проблема, наше телевидение. Приятель, а ты с Альваро Неллом не знаком? Канал его посматриваешь? Нет, честно, я вообще канала ничего не смотрю. Я YouTube вот веду, чисто выкладываю сюда. Ну я только Бэдкомедиана смотрю, и все, вот честно. Все, больше ничего я не делаю здесь. И вот в стрим выхожу. Жаль, мы из Чебоксар с радостью бы вас приняли тут в Риге, пишет Павел Рейвер. Спасибо, будем знать, если что. Вы тоже пишите, вдруг мы рядом где-то будем уже. Канал Road to Film смотрел? Нет, Свобода 79 не смотрел. Ну что, друзья, будем, наверное, потихоньку заканчивать. Мы уже в эфире 1:40. Вот, поэтому, ребят, желаю вам всем удачи. Вот. Что вам еще? Здоровья, конечно, желать. Счастья, здоровья. Вот. Сами, короче, знаете, что вам желать. Сами знаете, что желать. Что тут? Я же не Дед Мороз. Вот, Настя с Ай уже спят. Вот. Так что всем пока. Не знаю, когда на следующий раз выйдем на связь. Где? Мы хотели еще выйти в Стокгольме на связь, но в прямой эфир, но в Стокгольме нам что-то не до этого было. Ну вот, пошли тут вопросы сразу. Никита, ваше отношение к Богу? Тут такие вопросы тут. Ну, а что такое Бог тогда? Мой вопрос встречный. Вот, поэтому, Елена, что такое Бог? Оказавшись перед Путиным, что спросил бы, спрашивает. Я что спросил? Не знаю. Даже не знаю, что спросил бы. Надо подумать, что спросить. Блин, сейчас башка уже не варит, что бы спросил. Наверное, спросил бы: а вы не устали? Вот, наверное. Наверное, так бы спросил. Ну, что более корректно было все-таки. Путин же, наверное, тоже человек. Там. Оскорблять же никого не хочется. Удачи вам, легкой дороги, берегите себя. Пишет. Все, давайте, ребят, короче. Долго можно сейчас. Тем более